эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня, в преддверии 9 мая, Дня Великой Победы, мы решили поговорить о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Для этого в нашу студию мы пригласили ветеранов боевых действий. Чуть позже это будет ветеран боевых действий на Северном Кавказе, председатель общественной организации «Воин» Руслан Рафисович Сафиуллин. Ну а сейчас нашу беседу мы начинаем с ветераном боевых действий в Афганистане, членом Республиканского управления Российского союза ветеранов Афганистана, человеком, который долгое время возглавлял Сибайское общество воинов-интернационалистов «Барс». Это Петр Николаевич Армизонов. Здравствуйте, Петр Николаевич. Рады видеть вас в нашей студии. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию по телефону 5 14 95 и задавать свои вопросы. Кроме того, у нас работает Viber и WhatsApp. Вы можете также присылать свои сообщения на телефон 8 927 303 43 43. Петр Николаевич, начинаем наш разговор. Первое, что хочется у вас узнать, вот патриотизм, да, любовь к родине. Вот сейчас, если вспомнить ваши годы юные, да, когда вы были еще сами ребенком, с чего у вас начиналась любовь к родине? Кто вам это прививал? Может быть, вам об этом рассказывали родители, или вы смотрели там какие-то фильмы, и у вас вот появлялось это чувство патриотизма? С чего у вас это началось? Дело в том, что, во-первых, я рос совершенно в другое время, отлично от сегодняшнего. У нас была огромная большая страна, которая называлась Советский Союз. Тогда еще большое количество было ветеранов Великой Отечественной войны, живы. Были люди, которые трудились в тылу, поднимали разрушенное хозяйство после Великой Отечественной войны. И в школах у нас была начальная военная подготовка. Сейчас называется «Основа безопасности жизнедеятельности». Тогда была начальная военная подготовка. Поэтому, как бы сказать, с чего начинался любовь к родине, патриотизм и все остальное. Но я считаю, что, скорее всего, это идет от семьи, в первую очередь. Потому что вот если мы начнем строить дом, скажем, то основное что в строительстве? Это фундамент. А фундаментом для развития личности является семья прежде всего. А потом все-таки были в школе и октябрята, и пионеры, и комсомольцы. То есть, как-то досуг молодежи был занят. Поэтому скорее всего, вот это, наверное. И плюс, тогда не было такого обилия всевозможных иностранных фильмов в средствах массовой информации. Газеты писали более-менее правдоподобную информацию о том, что творится и производится на полях Родины, а не где-то там за границей и прочее. На сегодняшний день в этом отношении, конечно, что родителям, что учителям в школах намного тяжелее. С нашим поколением было легче. А почему, как вы считаете, почему было легче? Вот вы уже затронули, да, что были комсомольские организации, были пионеры. Это помогало прививать патриотизм? Может быть, стоит это возродить или достаточно того, что имеется на сегодняшний день? У нас на сегодняшний день, насколько я обладаю информацией, существуют в республике и пионеры Башкортостана, есть такая организация. Но это все равно уже не те пионеры, которые были в ваше время. Это естественно, понимаете, потому что ценности, они же меняются с каждым днем, с каждым годом. И каждое поколение, сейчас молодежи спроси, что он хочет. И двух одинаковых ответов навряд ли найдешь. У нас тогда было как? Кем ты хочешь быть? Космонавтом. Когда в школе спрашивали, да, там многие космонавтами, летчиками, врачами и все остальное. Я, например, в школе ответил, и до сих пор Тамара Ивановна Волкова еще, пока она жива, еще вторая моя учительница. Я ответил просто, я хочу быть человеком. Когда в третьем, по-моему, или в 4 классе этот вопрос задавали. Поэтому сегодня просто обидно за молодежь, потому что сейчас слово патриотизм, оно как нарицательное, как ругательное слово. В связи с этим, как вы считаете, должно ли быть прививание патриотизма на государственном уровне масштабно, да, то есть это разрабатывание каких-то программ конкретных, да, каких-то целых направлений деятельности, либо это все-таки патриотизм, это то, что зарождается здесь и сейчас и должно происходить само по себе без каких-то конкретных программ таких? Нет, здесь, естественно, программы государства, они существуют. Есть программа до 2020 года по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Федеральная программа, есть республиканские программы. То есть это идет
ну, как мы говорим, все идет по плану. Вот сейчас, вот, например, в городе создаются военно-патриотические клубы. Уже 5 клубов в городе создано. Буквально на днях, вот 2 мая, более 350 человек вступили в юнармию. Вот. Поэтому работа ведется, но хотелось бы, конечно, чтобы немножко побольше было. Это так же, как в школе. Если раньше вот я, и никто меня от этого, как говорится, не переубедит, я всегда говорил, что раньше учителя учили и воспитывали, а сейчас предоставляют образовательные услуги. Пусть меня простят педагоги за то, что я так говорю, но по факту это так. То есть в наши дни как такового наставничества не хватает, да, на ваш взгляд? Конечно, конечно, конечно. Понимаете, во-первых, детей сейчас заинтересовать очень тяжело. Очень тяжело. Почему, Потому что родители не хотят, чтобы ребенок выглядел белой вороной. Поэтому покупают смартфоны, планшеты, там, PSP всякие разные. То есть лишь бы только ребенок был чем-то занят и не ходил, не конючил. Вот у него есть, а у меня нету. Вот. А сами понимаете, что в этих социальных сетях там такого можно насобирать. То есть никак патриотизм это не назовешь. Поэтому мы сами как-то вот в своем детстве, что комсомольцами, что пионерами были, мы сами как-то создавали, сами проводили какие-то мероприятия. Просто педагоги помогали, руководили этим всем. А инициатива исходила от нас. Сейчас от ребенка, чтобы произошла инициатива, это очень редко. Вот сейчас вот готовим к параду на 9 мая юноармейцев, школьников. Вот. Желание у многих есть, но опять же не у всех. Некоторые со стороны, вот идешь, когда на тренировки и все остальное, слышно разговор, вот идет, который говорит, тренировки проводит, говорит, на площади, детей гоняет, мучает. То есть вас они знают как человека, который да. учит детей? Для некоторых. Получается так, да. А те, кто принимает участие в этом деле, вот в этом отношении мне нравится первая школа. Там 3 коробки они готовят. Сейчас 7-я школа после создания в прошлом году, когда создали там военно-патриотический клуб. Кадетские Тем более, классы. да, там сейчас создали кадетские классы с направленностью полиции. Вот. Они тоже сейчас вот планируют, помимо 5-х, 8-х классов 2 коробки, еще и первоклассников попробуем. Ну, завтра я посмотрю на генеральной репетиции, как они там будут выглядеть. Ну, скорее всего, даже как бы они ни шли, я их все равно поставлю в строй. Потому что все-таки, раз ребенок хочет, ну зачем ему запрещать? Но это что касается движения в параде, да? Вы вообще часто являетесь и организатором городских мероприятий, и вас в качестве почетного гостя, да, куда-то приглашают на те же уроки и лекции. Вот по вашему опыту, детям это интересна вообще тема военно-патриотического воспитания? Потому что очень часто, да, бывает, что там загонят детей в актовый зал, и там многие сидят, засыпают. Но бывают действительно те лица, люди, да, которые вот заинтересованными лицами сидят и слушают. Вот каких больше? Это все зависит от того, как ты проводишь эту встречу. Можно, понимаете, сухо прийти, с какими-то сухими фактами что-то там излагать, какие-то цифры и все остальное. Ребенку это неинтересно. Я всегда, когда приглашают на какие-то встречи, я всегда прошу организаторов заранее, чтобы дети подготовили вопросы. Потому что двухсторонний диалог, он намного интереснее ребенку, чем я выйду и в течение часа буду ему рассказывать, есть ли жизнь на Марсе и все остальное. То есть, если ты заинтересуешь аудиторию, я не знаю, я хвалиться особо не буду, но педагоги, которые присутствуют на вот таких встречах вот, в образовательных учреждениях, они довольны остаются. Ну да, я сама была свидетелем ваших выступлений, у вас очень пламенная речь, действительно свободна от каких-то сухих фактов и цифр. Петр Николаевич, вы уже сказали, что сейчас действуют какие-то программы на территории и в целом страны, на территории нашей республики. Как вы считаете, вот это вот повышенное внимание к патриотизму, которое сейчас начало возрождаться, да, в связи с чем это происходит? В целом эту идею же начал преподносить президент страны Владимир Путин, который начал говорить о том, что необходимо возрождать дух патриотизма в стране. То есть все равно внешняя угроза же она существует. И вот вы не считаете ли, что с этим может быть связано? Ну, дело в том, что как профессиональный военный я скажу так, что угроза, она всегда существовала и будет существовать. Раз у нас есть государство, раз у нас есть государственная граница, то ее надо охранять. А если ее охранять, нужно, значит, иметь хорошие вооруженные силы.
с тем, чтобы действительно можно было дать отпор любому, кто сунется. У нас и в истории у нас достаточное количество фактов, когда кто-то пытался нам что-то там сделать, но не получалось. Потому что у нас в этом отношении наш народ, я скажу так, что это огромнейшая такая, знаете, сжатая пружина, которая вот в самой такой экстремальной ситуации, она выпрямляется, выстреливает. То есть люди забывают какие-то мелкие обиды между собой, объединяются и единым кулаком туда, куда надо, тем, кто лезет. Петр Николаевич, спасибо. К сожалению, у нас уже почти половина эфира прошла. У нас еще второй гость в студии. И в связи с приближающимся праздником 9 мая, вот ваше обращение к гражданам, что бы вы хотели сказать? Уважаемые жители Сибая, гости нашего города, разрешите мне поздравить всех с наступающим, самым знаменательным праздником, оставшимся в истории нашего государства, это Днем Великой Победы. Счастья вам, мирного неба над головой и, самое главное, здоровья, взаимопонимания и терпения друг к другу. Большое спасибо за беседу. Сейчас вашему вниманию, уважаемые телезрители, мы предлагаем поздравления депутата Совета городского округа Виктора Тюрина, после чего в нашей студии появится новый гость. Дорогие земляки, сибайцы, я от всего сердца хочу поздравить всех нас с приближающимся великим праздником, Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник, несмотря на то, что прошло уже много лет, не уменьшается его значение, поскольку данная победа была достигнута огромной ценой, огромными усилиями всего народа. И самое главное, объединением всех наций, всех народов в борьбе вот с этим злом, с фашизмом, когда вся Европа, практически полмира объединились против нашей страны, но мы выстояли, мы победили. И сегодня в мире ситуация такова, что существует опять та же угроза, когда многие страны объединяются против нашей страны и пытаются, видимо, взять реванш, но у них ничего не получится. Сегодня нет, в нашем обществе нет разделения на партии, на какие-то течения. Мы едины, мы все вместе спокойно работаем и противостоим всем угрозам. Еще раз с праздником, с Днем Победы! Мы работаем в прямом эфире и сегодня говорим о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 5 14 95, либо же написать сообщение в Вайбере или WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. Поторопитесь, времени уже осталось мало. После короткой паузы в нашей студии новый гость. Это председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Воин», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Руслан Рафисович Софиуллин. Здравствуйте, Руслан Рафисович. Здравствуйте. В своем выступлении депутат Совета городского округа Виктор Тюрин подчеркнул, что когда необходимо, наш народ может сплотиться, объединиться, да, забыть обо всем и победить общего врага. Вот как вы считаете, история уже показывала, да, и не раз, что мы действительно такое можем. А вот как вы считаете, в наши дни, если возникнет подобная угроза, сможет ли также народ объединиться? На самом деле я, честно говоря, много раньше думал и размышлял на эти темы. И это на самом деле так, наша, скажем, практика ведения боевых действий и история, она на самом деле показывает то, что наш российский народ в своем менталитете, в своем подсознании, в своей крови имеет такие качества, что при, скажем, возникновении угрозы именно на, скажем, нашу страну, внутри как-то вскипает. Я и на себе это ощутил. Какое-то, то есть появляется особое состояние, которое все переворачивает, поднимает дух воинственности. И наши, значит, россияне от мала до велика, то есть речь идет не только о взрослых людях, но и также и о детишках даже, в том числе и женщины. То есть на самом деле поднимается боевой дух, и единым фронтом мы как бы во все времена
отстаивали интересы нашей Родины, нашей страны, нашего государства. Но сейчас вот бытует мнение, да, все равно, что молодежь в наши дни как-то духовно так расслаблена, да, что нет такого патриотического духа, многие ищут легкой жизни. Вы тоже часто являетесь и организатором, и участником военно-патриотических мероприятий, часто общаетесь с детьми. Вот по вашему общению с ними, так ли это на самом деле? Ну, люди бывают разные, детишки, то есть это разные воспитания, разные мировосприятия. Разумеется, есть как бы и такие люди, и такие, но в большей степени детишки, они обучаемы, и то, что мы в них, взрослые, скажем, родители, учителя, наставники, вложим, в принципе, так они и вырастают, по большому счету. И, ну, у нас, скажем, основная проблема возникла что? Потому что почему-то мы, скажем, в последние годы очень сильно стали ориентироваться, наверное, все-таки больше на западные какие-то модели жизни и перенимать их какие-то стереотипы в нашу российскую культуру, скажем, и правила как бы поведения в обществе, в социуме. И, соответственно, это наложило определенный негативный отпечаток, который ну, посеял зерно, скажем, именно нравственной разрухи и какой-то, скажем, культурного и духовного голода. Поэтому это как бы привело. Поэтому здесь как бы у нас в России испокон века есть очень мощные, очень хорошие свои традиции, культура, которые, скажем, стоило бы, наверное, все-таки сохранять и приумножать, а не ориентироваться на какие-то стереотипы извне. То есть, поэтому, ну, я не считаю, что, скажем, прям молодежь потеряна. То есть, если есть понимание таких моментов, проблемы, скажем, то значит, да, должны быть какие-то методы и моменты, которые, скажем, необходимо расширить и в своей деятельности, именно в воспитании подрастающее поколение уже использовать с ориентацией на такие вещи. Но недавно в школе номер 14 проходило мероприятие с вашим участием. Об этом мы узнали от педагога просвещения Расимы Фитратовны Айсуваковой. Она виделась с нашим главным редактором и была очень удивлена, почему не было нашей съемочной группы. Ну, нас никто не приглашал, об этом мероприятии мы не знали. Но вот она сказала, да, что детишки буквально облепили и задавали очень много вопросов. Вот хочется узнать, что же там было за мероприятие и какие вопросы сегодня задают вам дети на таких встречах. Значит, в 14-й школе у них традиционно там учился, значит, погибший впоследствии в Чеченской Республике ветеран боевых действий Ломакин Руслан. Каждый год собирает, значит, классный час по этому поводу для того, чтобы почтить память, минуты молчания и как бы осветить его биографию. То есть это очень как бы хорошее мероприятие. Меня уже в который раз тоже приглашают на него, я принимаю в этом участие. Ну, дети вообще по своей природе, они любознательны, потому что они познают мир, им все абсолютно интересно. Разумеется, в таком возрасте, особенно мальчишки, понимают, что им в будущем необходимо будет поступить на службу, скажем, в ряды вооруженных сил. Соответственно, они интересуются условиями прохождения службы. Ну, вопросы, значит, задавались абсолютно разные. Ну, в основном это страшно ли было там, скажем, воевать, да, какое оружие использовалось, как вы поступали в той или иной ситуации. Ну, то есть абсолютно разные. То есть дети любопытные, любознательные многие. И, в принципе, уже у многих уже в этом возрасте есть определенные понимания и вопросы, я хочу отметить, уже такие осмысленные, в общем-то, серьезные, жизненно серьезные вопросы. Но это уже тоже говорит о развитии, да, именно в этом направлении военно-патриотическом. Ну, разумеется, да. Руслан Рафисович, ну вот вы сами, да, когда служили в армии, перед вами был выбор, да, остаться нести службу там же, где вы ее несли, либо отправиться в горячую точку в Чечню. Почему вот вы свой выбор остановили на том, что вы решили все-таки отправиться туда, где нелегко? У нас, скажем, наш отряд изначально уже как бы основное, скажем, направление деятельности являлось это антитеррористическая работа. Соответственно, безусловно, отправка в командировки, значит, на территорию, где ведутся боевые действия. По результатам собеседования, естественно, я как бы был не один. Нас, специалистов, должны были отправить на замену уходящих в запас ребят.
Ну, как-то так вот по результатам собеседования, скажем так, выбрали, скажем, мою персону. Ну, а потом, в конце концов, уж я подумал, когда уже был выбор, как бы ехать или как бы отказываться. Ну, я посчитал для себя невозможным отказаться от того, то есть, ну, разве зря я прошел в армию, зря прошел, скажем, такой ну, тяжелейшие курсы, да, обучения, скажем, ну, надо было, то есть я всегда считаю, что теоретические знания должны быть подкреплены практикой. Ну, соответственно, вот так и получилось, поэтому я пошел туда. У нас задают вопросы, изменилось ли ваше отношение к военной службе после службы в армии? После службы в армии у меня отношение к военной службе в корне не изменилось, и оно изменилось исключительно в позитивную сторону. Несмотря на все лишения, скажем, на все препятствия и проблемы и тяжелые условия, оно исключительно как бы в положительном русле сформировалось положение. Я сейчас абсолютно убежден, что каждый мужчина должен служить в рядах вооруженных сил. Несмотря даже на то, что сейчас, ну, скажем, более лояльные, видимо, как-то условия армейской службы, да, в наше время, но тем не менее это надо. Для мужчин это надо, это школа жизни, это необходимо пройти каждому. Ну а как вы считаете, вот военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, то есть это в первую очередь упор на физическую составляющую или на духовную? Тут это применимо не только, в принципе, к военно-патриотическому воспитанию, а вообще, то есть, естественно, упор нужно делать на внутреннее состояние, внутреннее воспитание, то есть зерна надо, скажем, сеять именно внутри личности, потому что, ну, скажем так, сознание, форма сознания определяет наше бытие, да? Поэтому необходимо правильно, скажем, сформировать ощущение, скажем, нужности, ощущение цели, задач и результативности, скажем так, да. И, соответственно, то есть сначала формирование сознания должно быть грамотное, правильное, да, и нравственное, и культурное, и духовное, разумеется. И потом уже, как бы, как прилагающим аспектом уже пройдет все остальное. То есть правильное сознание, оно, нужное сознание определить дальнейшее развитие. Руслан Рафизович, ну, вас очень часто, как ветерана боевых действий, да, приглашают в качестве наставника в школу номер 7, где у нас созданы кадетские классы. Вы преподаете тоже уроки, да, для ребят. Как вы считаете, вот роль кадетства в становлении современного молодого поколения? Роль кадетства, она, безусловно, неоценима. В каком плане? Потому что государство нуждается в вооруженных силах. Ни одно государство без армии быть не может существовать. Почему? Потому что необходимо постоянно, то есть испокон времен, скажем, у нас существует и будет существовать угроза вторжения извне. Это показывают, скажем, и история, и все события, которые на сегодняшний день происходят на границах с Россией. Это и сирийские конфликты, и конфликты на Украине, и обострение отношений с... Ну, то есть абсолютно, грубо говоря, со всех направлений Россию пытаются, естественно, подавить и как бы приструнить, может быть, даже. Поэтому государству необходима сильная армия. И поэтому роль кадетства, она очень несет в себе, скажем, то зерно, которое действительно вот надо, на которое стоит обращать более пристальное внимание, я считаю, и развивать это направление, потому что воспитание именно молодых бойцов, солдат, будущих защитников Отечества должно быть, если не главенствующим, то одним из приоритетных направлений деятельности государства. У нас осталось уже мало времени. Хочется задать еще один вопрос. Президент страны Владимир Путин говорил о том, что патриотизм должен стать органичной частью нашего общества. Да? При этом нужно активно поддерживать народные инициативы, такие как, например, «Бессмертный полк». Вот как вы считаете, вот то, что у нас в стране организован «Бессмертный полк»? «Бессмертный полк» — это, безусловно, дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам, которые отстояли независимость нашей Родины, отстояли право жить и существовать автономно, скажем, и нести свое слово на мировой арене. Поэтому мы просто, скажем, по-человечески, как адекватные люди, обязаны помнить эти вещи, быть благодарными, то есть иметь способность быть благодарным им. И, соответственно, организация «Бессмертного
полк или подобных мероприятий, это очень хорошее дело. Но в то же время я считаю, что жизнь идет, поколения меняются, меняются методы определенные, сознание все-таки, психология людей меняется. И помимо бессмертного полка, который необходимо, как бы я считаю, проводить постоянно, обновлять методы военно-патриотического воспитания. То есть, если мы раньше, скажем, приводили в пример геройские подвиги наших отцов, скажем, и дедов во время Великой Отечественной войны, то сейчас уже стоит обновлять. Это уже больше, скажем, об афганских событиях, о чеченских событиях уже разговаривать. Для чего? Для того, чтобы, скажем, ну, более-менее соответствовать эпохе и, соответственно, более качественно и эффективно готовить наших ребят к службе в армии. Спасибо. Хочу сказать нашим телезрителям, что в этом году у нас, безусловно, в городе также организуется акция «Бессмертный полк». Сбор участников состоится 9 мая в 9 часов 30 минут на пересечении улиц Островского и проспекта Горняков. Само шествие начнется в 10 часов утра по проспекту Горняков в сторону Центральной площади. Приглашаются к участию все желающие. Время нашего эфира незаметно подошло к концу. И вот напоследок тоже хочется услышать ваши поздравления горожанам, ваши пожелания, может быть. Ну что ж, я поздравляю от себя лично и от имени нашей организации ветеранов боевых действий с этим знаменательным событием, который вошел в историю и будет еще, скажем, отмечаться не одну эпоху и столетие, с этим великим праздником Победы. Пожелать всем счастья, успехов. Молодым ребятам хочется пожелать много работать над собой, повышать свои знания, навыки, готовиться к службе в армии, быть способным и готовым защитить свое отечество, когда это потребуется. Спасибо. Спасибо за беседу. Хочу сказать напоследок, что наше поколение росло на рассказах ветеранов Великой Отечественной войны. Да, сегодня вы, ветераны боевых действий и в Афганистане, и на Северном Кавказе, являетесь примером мужества и героизма, то есть для того поколения, которое подрастает сейчас. Поэтому тоже хочется пожелать вам крепкого здоровья, потому что за время службы у многих оно подшатнулось. Пожелать понимания со стороны близких людей, содействия со стороны властей. И дальше активно работать по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На сегодня все. Увидимся через неделю, в следующий четверг. Всего доброго и до свидания.